Здравствуйте, уважаемые телезрители. С 1 мая в Крыму стартовал курортный сезон. По крайней мере, именно так это назвали российские оккупационные власти. Местные чиновники рапортуют о том, что старт прошел удачно. И говорят, что в этом году в Крыму ожидается больше туристов, чем в предыдущем. На самом деле, сколько это больше, до сих пор не знает никто. Сергей Аксенов, самопровозглашенный главарь Крымской оккупационной администрации, убеждает нас, что в прошлом году Крым посетило 6 миллионов человек. Украинские эксперты говорят, что это невозможно. Ни Керченская переправа, ни авиасообщение просто не справятся с ввозом и вывозом такого количества людей за 2 месяца. Ну, в этом году будет больше. Мы собрались здесь для того, чтобы поговорить о курортном сезоне, не просто потому, что туризм – это серьезный источник дохода для очень многих крымчан, но и потому, что туристический бизнес, туристическая сфера – это некий маркер, это показатель открытости экономики, безопасности региона. Мы ведь прекрасно понимаем, что после оккупации Крым стал не только из полуострова островом. На самом деле произошло гораздо более губительное влияние на Крымский полуостров. Так, например, разрушены связи, которые у полуострова были и с миром, и с материковой Украиной, перекрыты пути сообщения. Но самое главное, на территории Крыма до сих пор каждый день продолжаются аресты, обыски, захваты людей прямо на улицах. Все мы знаем эти истории. И говорить о каком-то туризме в зоне особо опасной зоне или какой-то зоне особого внимания не приходится. И все-таки, тем не менее, Крым экономически, то, как он развивался в период до оккупации, то, что происходит с экономикой Крыма сейчас, и самое главное, какой должна быть экономика Крыма после деоккупации, чтобы Крым был самодостаточным, развивающимся регионом. Об этом мы и поговорим с нашими гостями в студии. Сегодня с нами Эрфан Кудусов, крымский предприниматель, гражданский активист, Юрий Смелянский, экономист, эксперт Майдана закордонных справ, и Игорь Горбарук, экономист, член экономического дискуссионного клуба. Добрый вечер, господа. Я хочу... Вот, понимаете, тема такая вроде бы простая, да? Вот туристы приехали, не приехали. Но на самом деле, вот я просто, когда готовилась к передаче, я нашла... Оказывается, в 2011 году была в Крыму была... Всемирная туристическая организация дала свою экспертную оценку относительно туризма в Крыму. И они поясняют, что туристическая деятельность в таком регионе, как Автономная Республика Крым, является основным стабилизирующим фактором для развития экономики региона в целом. Мол, от экономического эффекта развития туризма зависит уровень благосостояния региона, так как это влияет на другие сферы экономики, на объемы товаров потребления, услуг и так далее. Вот я хочу понять, возможно ли, вот то, что мы слышим от российской стороны, о том, что они вот сейчас, вот прям завтра, у них будут инвестиционные проекты, они там что-то построят, запустят. Вообще, возможно ли провести какой-то такой более-менее пристойный, развивать туристический бизнес вот в таком состоянии, в котором сейчас находится Крым? Ну, давайте, я думаю, что, Юрий, я бы хотела начать с вас, потому что я знаю, что Майдан закордонных справ очень тщательно рассматривает эту тему. Ну, давайте начнем вот с чего, да. Туризм – это та отрасль экономики, которая требует спокойствия и мира. Вот вы только что цитировали, да, международную организацию. Поэтому, да, вот когда на весах, скажем так, образно, есть военная база и есть туристический сектор, вот развиваться будет что-то одно. Если развивается военная база, туризма не будет. Потому что туризм мешает военной базе, а военная база мешает туризму. Если развивается туризм, военной базы быть не должно. Все, что сегодня развивается в Крыму, это военная база. Все, что нужно было оккупантам развивать в Крыму, это военная база. Единственный интерес оккупантов в Крыму – это создание военной базы. Давайте забудем о крымском туризме до момента деоккупации Крыма.
Мне интересно, потому что, с одной стороны, вот это тоже любопытный вопрос. С одной стороны, постоянно говорится об инвестициях. Есть анонсирован уже некий проект постройки на западном побережье Крыма города туристического, где предполагается, то есть это отдельный город, здесь прибрежная зона, потом от берега сразу начинаются увеселительные заведения, дальше апартаменты для богатых людей, а где-то там на периферии апартаменты для обслуги, это так вот названо. Мне вот, знаете, почему я говорю, что сначала Россия постоянно говорит о том, что мы же помним, как это было в момент вот этой пропаганды перед оккупацией и в момент оккупации, что витрина русского мира, поедет турист, вот прям сядет и поедет. Но при этом вот сегодня буквально можно уже видеть огромное количество роликов на российских государственных телеканалах о том, что в Крыму плохо, в Крыму дорого, в Крыму все разбито, виновата, конечно, Украина, но не едьте туда. Вот я хочу понять этот парадокс. А нет никакого парадокса. Ну, давайте начнем, может быть, немножко с иронии, да? Вот если приехать в какой-нибудь глубоко-глубоко восточный город и зайти попить кофе, а при этом вам предложат с правильным табаком кальян, вы выпьете кофе, покурите кальян, и вам никто не мешает мечтать. Вот точно так же никто сегодня не мешает мечтать тем, кто сидит за кремлевскими стенами. Только это мечты обмана людей. Вот этот весь флер, вот эти все ложные лозунги о том, что Крым – новая витрина России. Да мы сейчас как Слушай, закатим туризм, теперь уже вот. это мы сейчас как закатим здесь развитие экономики, мы покажем, что мы умеем. Юрий, а мне кажется, что они показали. Через 3 года закончилось тем, что ну, мы и 3 года назад об этом говорили, но за 3 года набрался объем фактов, которые говорят, ребят, а вот это вот так, а вот это вот так и так далее. Давайте один маленький пример. На момент начала оккупации в Крыму действовало 1 миллион 50 тысяч рабочих мест вместе с городом Севастополем. То есть Автономная Республика Крым, город Севастополь, да, в целом на полуострове. В 2016 году оккупанты вынуждены были признать, что 411 тысяч рабочих мест в Крыму не эксплуатируются. То есть они или ликвидированы, или просто заморожены. По нашим аналитическим подсчетам, при этом, ну, мне иногда кажется, что мы несколько лояльно даже к ним подходим, порядка 250 тысяч рабочих мест в Крыму уже ликвидировано. А спящих остается, да, вот эта разница между 411 и 250. Плюс-минус там сколько-то. То есть я понимаю, я думаю, что крымчане это ощущают. Мне просто интересно, смотрите, вот тут я все-таки хотела бы обратиться к Игорю. Скажите, вот у нас есть данные, что, например, от предприятий курортной отрасли в 2010 году, это данные Майдана закордонных справ, между прочим, о том, что от туризма доля наполнения бюджета составляла примерно 25%. Более того, что порядка 50% крымчан в той или иной степени были задействованы, получали дополнительный доход от туризма. То есть это не только те люди, которые работали в сфере туризма, но и те, кто, ну, элементарно, просто человек работает на хлебокомбинате, брали просто дополнительные рабочие места на период курортного сезона, потому что вот нужно дополнительные объемы выпускать такой продукции. Но при этом, ну вот это ведь тоже очень важно. Мы говорим о сезоне, мы говорим о каком-то... То есть за 2 месяца вот приехали курортники. И можем ли мы вообще говорить, что это туристический бизнес? Или это все-таки курортный бизнес? Потому что это немного отличается от того, как выглядит туристический бизнес, например, там на Лазурном берегу Франции или где-нибудь в другом месте. Даже в Турции. Даже в Турции, да. Кстати, в Турции нет, по-моему, туристического вот этого курорта на Черном море. У них Средиземное... У них еще просто не освоено это побережье. Слушайте, у них там есть порты, этого им достаточно. То есть я хочу понять, вот это, мы можем ли вообще говорить о туристической отрасли Крыма? Я думаю, что это скорее не туризм, это все-таки какой-то курортный отдых, с одной стороны, а с другой стороны, это зачастую курортный отдых старшего поколения, то есть какая-то постностальгия еще из тех советских времен, когда Крым называли всероссийской или всесоюзной на тот момент здравницей. Но тут просто нужно действительно говорить несколько о другом. О том, что, например, если там по заявлениям господина Аксенова там больше 6 миллионов там в прошлом году приехало отдыхающих, ну, безусловно, что это неправда.
по разным версиям, это разных экспертов. Кто-то говорит, что это там в пределах 1,2-1,5 миллиона, кто-то называет цифру 1,9 миллионов, но 6 миллионов было у нас в 2012 году под Евро-2012, 6 миллионов 134 тысячи, если быть более точным. При всем при этом из этих 6 миллионов нужно говорить о том, что 4 миллиона это были украинцы, а 2 миллиона это были другие. Другие кто это? 1,3 миллиона, порядка 66% это были жители Российской Федерации, и 22% это были белорусы. То есть и там буквально чуть-чуть кто-то там еще. На самом деле, если посмотреть даже вот турпоток, который там на сегодняшний день формируется, мы же четко понимаем, что майский показатель всегда в Крыму был. Это за счет чего? Маркер такой. Это был маркер. Да. Это был маркер всегда. То есть мы четко могли понимать, сколько приблизительно в этом году будет туристов. А на чем этот маркер всегда строился? Основной поток кто формировали? Это были, конечно же, украинцы. То есть, но с другой стороны, если мы понимаем отсутствие железнодорожного сообщения, отсутствие авиасообщения, а если мы говорим, там порядка 67-68% обеспечивали железные дороги, порядка 24%, если не изменяет память, это автотранспорт, и где-то около 7% это был авиатранспорт, то на сегодняшний день железнодорожного сообщения нет, авиасообщения нет, а автотранспортное помещение через тот же Чонгар достаточно все-таки затруднено. Если посмотреть там заявление тоже Госпогранслужбы, их пресс-секретаря о том, что вот за там, последнее время на праздники пересечение границы уменьшилось порядка на 60%. То есть это тоже о чем-то говорит. То есть В прошлом году, по-моему, 400 тысяч они говорили, что украинцев въехало и выехало из вот Крыма. по последним данным, что на 60% И это как раз уменьшилось. там много студентов, то это не совсем туристы. Да, там не, вот вы правы, Немножечко что нельзя аккуратнее к этим цифрам Я просто подходить. хотела, ну я понимаю. Я понимаю, что это не туристы, это люди, которые там пересечения, там какая-то торговля еще. По социально-бытовым каким-то своим Во-первых, вопросам да, пересекаются. это крымчане, которые двигаются. Это граждане Украины, которые имеют вторичное, третичное жилье в Крыму, они ездят его проверять. И есть часть людей, которые действительно вот в силу каких-то причин непонятных, да, продолжали мотаться в Крым. Психология у них такая. Психология, да. Но тем не менее, за эти 3 года, вот, цифра да, вполне объективная, 60% падения, почему она происходит? А 16-й год, вот сознание вот этой той части, которая непонятно почему, но мы поедем, сыграла свою роль. У нас в Украине народ, слава Богу, начинает понимать, что поездки в Крым небезопасны. Ну да, если Потому что ты можешь стать заложником в качестве так называемого украинского шпиона. Ты можешь стать заложником в качестве террориста, тебя обвинят. Тебя просто арестуют и возьмут Я в все время заложники. думаю, как вообще, даже если этого не произойдет, ну, мы понимаем, что Крымский регион, Крым, наводнен просто военными. Там техника перемещается вне зависимости, лето, зима, по улицам. И там огромное количество представителей спецслужб. Но они же ходят по улицам, это же видно. Когда Так это военная база. Чего вы хотите? Смотрите, у нас есть, мы подготовили Российские нарезку. авиалинии показывают сумасшедший рост вообще продажи билетов у себя. То за счет чего? За счет туристов? Безусловно, что нет. Это идет курсирование, скажем, При этом военных. туроператоры говорят на чиновники, 38% падения по сравнению с прошлым годом. У нас есть нарезка кадров с камер слежения о том, как выглядят вот, туристические места Крыма. Всего на сегодняшний момент я бы хотела, чтобы поставили нам наши режиссеры, чтобы увидеть воочию. Ну вот, пожалуйста, Коктебель. Ну, мы уж можем продолжать и комментировать, да? Я Всё просто, равно, послушайте, это так вот, это майские праздники. Это страшно себе просто судак. Сюда, центральная площадь. Да. Но это удручающе. Не, ну, в то же время, да, скажем, в той же Ялте на 1 мая после обеда народ толкался в определенном количестве. Смотрите, ну вот и вот они толкаются. Один человек с красным флагом Вот. толкается. Народ толкался, но... Посмотрите, испорченная набережная. Ну, ужас какой-то. Это самое. Что это был за народ? Да? Кто приехал местные, те же симферопольцы, там, условно, бахчисарайцы, приехали в Ялту по набережной погулять, и местные вывалили из домов погулять. А учитывая вот этот объем понаехавших,
которые, да? Сегодня уже различить, кто местный, кто турист, достаточно сложно. Качество туризма очень сильно упало. Российские власти говорят, вот Лариса Апанасюк, например, это вице-премьер крымского правительства, вот оккупационного, она говорит, что виновата погода. Ну, слушайте, это такое удручающее зрелище вообще. То, что Ну, мы- замечательно, виновата погода, значит, погода не такая, погода не наша. Даже погода им не благоволит. вы А понимаете? еще на Приморском бульваре собаки кусаются и так далее. Это все не сезон. Собаки наши. Собаки-то наши, но кусают их, поэтому не сезон. Собака-бандеровцы. Да. Слушайте, это все шутки шутками, но на самом деле ведь Дело все мы в том, видели, что вот было с Абхазией. смотрите, мы что начали произошло. с вами говорить о том, что туризм и военная база несовместимы. Продолжение этого, да? Первые лица страны-оккупанта неоднократно в прямых эфирах своих, по сути, создавали антирекламу Крыму. Он не готов, он хуже Сочи, там еще надо сделать много работы и так далее. В разгар сезона одни учения, вторые учения, третьи учения. Где в первую очередь проводятся учения? Феодосия, Керчь. Там, где основной туристический поток, Еще я заезжающий добавлю- с материка. Добавлю к словам Юрия Леонидовича. Плюс постоянные аресты людей. Плюс действия правоохранителей, которые некоторые микрорайоны окружают, да? Это Ну все да. в Крыму, да? То есть буквально опять, аресты да. татар, Да. это все же в новостях идет. И Конечно. еще То есть один регион момент. как бы получается, это как Нестабильный. все равно в Чечню ехать, понимаете, туристам. Они пытаются сделать такой же вариант. Ну, вот для примера. Вот да? вопрос. Вот Другими поедет. словами, Ларис, то, что они подождите, говорят для про примера. увеличение туристов, Не скажу, они- в это каком, неправда? не скажу, в каком году был я в Кабардино-Балкарии под Эльбрусом. Ну, еще до войны. И вот вечером с гостиницы. Там настрой, вот по сути, ну, только то, что природа и климат, да, другое. Вот те же мини-гостиницы стоят. Часть из них не оформили, да как и в Крыму это все было. В этом отношении можно говорить почти то же самое. Вот вышел я покурить вечером, уже сумерки, на мне там камуфляжный зимник и белый свитер. Идет группа российских туристов, видно, приехали тоже там посмотреть. Вот я стою, курю. Они увидели человека в камуфляже. Подходят и говорят, а что, дальше нельзя? Ну, то есть они такие обученные уже. Да. И теперь, да, возвращаемся. То, что Ирфан говорил, то, что я сказал по поводу учений. Все. Это уже шлагбаум. Туда нельзя. Дальше момент. Экономический кризис в России начался еще до того, как Россия напала на Украину. У вас с 8-го, по-моему, года. Плюс санкции, которые не добавляют возможностей преодолевать те кризисы и явления, которые были. А на народе они уже отражаются. И холодильник потихонечку заслонять начинает телевизор. А в Крыму отдыхать дороже, чем в Турции. И оккупанты вынуждены это признавать. А качество услуг в Турции лучше, чем в Крыму. Это оккупанты тоже вынуждены признавать. Так кто ж поедет в Крым? Российские СМИ признают то, что действительно в этом году, да и в прошлом году уже фактически опять пошло перераспределение турпотока в Турцию. Как только решились все дипломатические вопросы, сразу же российский турист переключился на Теперь Турцию. выбор или То есть Турцию опять забываем объявлять о Сочи. врагом, или, ну, Я а хотела, Сочи и кстати, я Сочи. хотела бы, ну вот я где-то прочитала такую информацию в этот раз, опять у них же куча прогнозов, и насколько больше будет туристов. Кто-то из экспертов российских, я просто уже не помню, где это, 21 миллион туристов они в этом году планируют, но на территории курорта Краснодарского края, туда же, то есть они плюс включили Крым, и там Сочи, вот это все. То есть сколько на Крым они не говорят. Я хотела бы, вот мы говорим, я понимаю, что это все, мне хотелось бы с практиком, мне хотелось бы с Ирфаном поговорить. Туризм, вот отсутствие туристов, как это отразится на людях в Крыму? Насколько это критично? Ну, голодать не будут, конечно. Голодать никто не будет, да. Прежде всего отмирает мелкий бизнес. Мелкий, потом средний. То есть это как капилляры, самые мелкие капилляры быстрее всего реагируют. Мы сегодня знаем, десятки, сотни предприятий в месяц закрываются, а люди перебираются. Большей частью, конечно, на материковую Украину, либо они сокращают рабочие места, то есть это транспорт, да, меньше перевозок людей явно. Это сразу показатель такси, маршрутчики, дальше пошло
На заправках потоки сразу уменьшаются, да, они чувствуют. Вот, допустим, я созваниваюсь с Крымом и спрашиваю у таксистов, я спрашиваю у тех, кто на заправках работает, как? Они оценивают примерно в 3 раза потери. В 3 раза. Конечно, люди будут пытаться существовать. Но от хлеба с маслом с икрой они перейдут сначала до хлеба с маслом, потом до хлеба. И процесс этот, смотрите, 3 года еще как-то там существовали туристы. Первый жесткий год, когда майские уже как маркер показали. Каждый год будет резкое снижение в разы. Вот простой показатель. Фан, Ты знаешь, вот здесь я... 6 Где у миллионов нас и есть, 1,9. Сегодня, да. Факи получается. Вот здесь я тебе хочу сказать, Есть- что от хлеба с икрой и маслом они уже отошли. Отошли, да, уже отошли. Смотрите, у нас отошли. есть судак сейчас. Вот смотрите, вот прямо сейчас веб-камера, вот она грузится. Вечер. При этом Майские праздники не закончились. это уже официальные данные. Да? В Крыму стоимость потребительской корзины в 2 раза ниже, чем средняя по России. Если средняя по России там 6 тысяч рублей с хвостиком, 6,5 где-то примерно, в Крыму 3200, и они этим гордятся. Вот было 3400, у нас стало дешевле 3200. Слушайте, Но при этом идет рост цен, при этом идет страшная инфляция. Обычно вот такие ситуации в экономике складываются тогда, когда меняется структура потребительской корзины в негативном развитии ситуации, да, и когда потребительские возможности населения падают. Вот в Крыму это все совпадает. Крымчане меняют структуру своей потребительской корзины, На более дешевые продукты. на более дешевые, дешевые, низкого уменьшают качества, просто количество Оказывается, наборов в средний корзине. Я и хочу так понять, это далее. делается намеренно для того, чтобы выдавить людей? А вот или теперь это... я вот это то, что все время боюсь вслух говорить, хотя мы об этом уже Здесь можно неоднократно, говорить? хотя неоднократно озвучивали. Боюсь не потому, что там, да, что я это говорю. Как бы очень не хотелось, чтобы подобный сценарий просто раскручивался. Да, прогнозы не всегда хочется, чтобы сбывались. Вот иногда кажется, что вот все, о чем мы говорим, пытаемся оценивать, там, а вот почему там турист поехал, не поехал. Это сознательное действие оккупационных властей. Сознательные действия оккупационных властей, я сейчас опять вернусь к военной базе. По одной простой причине. Количество населения в 2,4 миллиона человек для военной базы в 100-120 тысяч избыточно. Там необходимо население 500 000, максимум 1 миллион человек. Для обслуживания базы. Для обслуживания базы. всё Все остальные оттуда должны быть выдавлены в любой способ. И вот то, что происходит с качеством жизни, это может быть тоже инструментом выдавливания. А учитывая, что все граждане Украины, которые оказались у оккупантов в плену после оккупации, являются потенциально нелояльными, причем независимо, пророссийские они были, проукраинские и так далее, для оккупанта они все нелояльны. Их всех надо заменить, их всех оттуда надо выдавить. И процесс замены населения продолжает набирать обороты, он идет все 3 года с повышением интенсивности. И на сегодняшний день мы уже, да, там есть разные оценки, мы можем говорить об официальных данных, которым нельзя верить оккупантам. Это уже где-то под 130 тысяч человек, въехавших в Крым. На постоянное место Да, жительства. да. А есть, именно иммигранты уже, да? А есть неофициальные данные, когда речь идет о том, что в Севастополе и Симферополе, по оценкам населения, удвоилось количество населения. То есть Севастополь уже оценивается, что там живет порядка 800 тысяч человек. Ялта сейчас становится очень сильно. Да, строительство, давайте, это тоже отдельно. Но это тоже это показатель? Это не показатель. А Симферополь это где-то порядка 600 тысяч человек. Но в таком случае, да, там 300, там 400, Юрий, это скажите, а кто 700 эти люди? тысяч дополнительного населения. И это мы еще не берем военнослужащих военной базы. Закрытые По базы, всем городки, там и так далее. данным идет всегда очень интересно, когда смотришь, в каждой все профессии выписано, сколько там государственные чиновники, военное обеспечение, прочерк. Ну, вы еще есть они не спецслужбы не показывают? берете, Они не которые вообще показывают. закрытые данные. Плюс они же за собой тянут, понимаете? Так они, за собой при этом тянут они с каждым семьи днем все и так больше и далее, больше так далее. засекречивают данных, потому что, Ну, мы говорили о том, что Россия обещала сделать в Крыму витрину русского мира, но она сделала. Понимаете, это и витрина. есть витрина. Вот это так. с одной стороны, да. Вот здесь я полностью согласен. Это и есть
тот русский мир, который ждет всех остальных, если позволить русскому миру распространяться дальше. Это очень серьезная проблематика, потому что, если мы уже говорили, что в Крыму туризм это был такой источник дополнительного дохода для людей. Для очень большой Для массы очень большой. То есть, населения. во-первых, был доход. И вы уже сказали, что закрываются предприятия, это понятно. Во-вторых, дополнительный источник, он сейчас исчез. Есть данные о том, что из Крыма каждый раз выезжает большой... То есть есть программы в Крыму для молодежи, о том, о переселении молодежи для освоения там, Дальнего Востока, еще чего-то Но такого. это не только для молодежи, это программа «Дальневосточный гектар». Программа переселения граждан России. Причем это не первая программа. Первую программу, если, дай бог мне память, они пытались реализовывать то ли 2007-2009, то ли 2009-2011, я боюсь ошибиться. Это была программа по переселению ингушей. Вот туда же, в Сибирь, Забайкалье, Дальний Восток. Там действительно плотность населения полчеловека на несколько квадратных километров. И пустуют огромные площади, их надо заселять. Теперь они вернулись, по сути, к этим программам, пускай там другие названия появились, но смыслы остались те же самые. Да. Это предложение крымчанам, это предложение жителям Южного федерального округа. То есть это и Краснодарский край, и Ростовская область, но крымчане в том числе. И понятно, почему крымчане. При этом попытка принудительного выдавливания населения из Крыма уже состоялась. Она состоялась осенью 2014 года. Она состоялась в ситуации, когда вот те наши горе-граждане, да, которые кричали «Ура, русский мир» в Луганской и Донецкой областях, а потом от войны побежали в Крым прятаться, были насильно вывезены в Россию. Их выдавили оттуда. Ну, в общем, да. Я читаю сейчас тут статью, Андрей Клименко написал, эксперт Майдана закордонных справ, о том, что Крым втрачено туристичное майбутнє. И он говорит о том, что Путин и Медведев в прошлом году фактически занимались антирекламой Крыма. Я же об этом говорю. Денег нет. Денег нет. И вы знаете, вот это интересная история. Они не дают заработать денег. Мы помним, были кадры, когда Казантип, вот этот фестиваль, казалось бы, ведь на самом деле основатели Казантипа, они очень поддержали русскую весну. И потом в итоге в селе Поповка, там, где проходил этот фестиваль, людей просто разгонял ОМОН. И теперь они покинули Крым. Фестиваль покинул Крым. И теперь они опять хотят вести этот фестиваль. То есть теперь мысль такая. И мне просто, смотрите, есть момент, есть федеральная, есть планы России, российского руководства о превращении Крыма в военную базу. И понятно, что эти планы были изначально. Но есть ведь местные какие-то чиновники, вот эти коллаборанты, которые пытались, сделали то, что они сделали для того, чтобы удержаться в Крыму. У них у каждого была коечка, гостиничка, но мы же понимаем. И вот что сейчас происходит с этими людьми, которые владели собственностью? Они получили итог своего выбора. То есть мне хотелось бы понять, нет ли вот как у некого противодействия между местными и центральными? А какое может быть противодействие? Вякнет за даром. Нет, тут еще есть... Здесь еще следующий момент, да. Они сели на бюджетные потоки Российской Федерации. Да. Для чего они еще заявляют о многих туристах? Это еще внутри такой вопрос. Когда ты заявляешь, ты дуешь бюджет, надутые цифры, да, ты получаешь дотации. Естественно, они все сидят на этих ресурсах. По поводу туристических прогнозов, скажем так. Вот я в прошлом... Не о туризме, а бюджетных потоках, говорится. Да. Я задался этим вопросом, ну, как бы все 3 года оккупации, но в прошлом году более так как-то серьезнее, что ли. Решил сам себе ответить на вопрос, откуда у них, да, вот в мозгах берутся цифры, ну, например, 6 миллионов. Откуда? Перед курортным сезоном 2016 года там очередной российский институт провел социсследование, в котором опросил россиян и сделал вывод о том, что 5% россиян собираются в 2016 году отдохнуть в Крыму. Прекрасно. 5% россиян, 6 миллионов человек. Я хочу, чтобы мы на этом пока ненадолго прервались, потому что пол, потом их никто не отменял. у нас реклама, это очень важно для телевидения. А после этого мы вернемся в студию и обговорим прогнозы.